В эфире телеканала «Якутия-24» НВК «Саха Новости». В студии Василий Радченко. Здравствуйте. И коротко о главных темах выпуска. По вине пьяного водителя 3 женщины пострадали в результате ДТП в Верхневилюйском районе. С понедельника в Якутии начнет работать уже 6-я лаборатория по проверке анализов на коронавирус. Якутская ГРЭС работает в режиме повышенной готовности. На местах остаются весь персонал и оборудование, чтобы обеспечить круглосуточную подачу тепла и света. По вине пьяного водителя 3 женщины пострадали в результате ДТП в Верхневилюйском районе. Сегодня ночью 32-летний водитель Toyota Land Cruiser Prado не уступил дорогу автомобилю Toyota Allion, которая двигалась по главной дороге. В результате столкновения пострадали 3 женщины, водители и 2 пассажирки. Все они обратились в больницу села Верхневилюйска с различными ушибами. У водителя Land Cruiser Prado алкотест показал наличие алкогольного опьянения. 582 новых случая заражения коронавирусом выявлены в стране за минувшие сутки. 9 человек скончались, выздоровели 52. Всего в России на данный момент зафиксировано 4731 случай заболевания COVID-19, из них 43 с летальным исходом. Удалось вылечить 333 пациента. Анкетирование граждан, прибывающих в Якутию из других субъектов страны, ввели во всех аэропортах региона. Об этом сегодня рассказала Ольга Балабкина в ходе брифинга оперативного штаба. Она напомнила, что глава Якутии подписал новый указ о введении режима повышенной готовности. В соответствии с ним усилены меры контроля за прибывающими в регион. Новшеством указа главы республики, подписанного, является постановка под контроль, прежде всего собственный, через самореализацию тех граждан Российской Федерации, которые приезжают на территорию республики Саха-Якутия из других субъектов Российской Федерации. С сегодняшнего дня в ряде аэропортов, таких как Нерюнгри, Ленск, уже было введено анкетирование въездных и выдача уведомлений тех, кто въезжает на территорию республики из других субъектов Российской Федерации. С завтрашнего дня, соответственно, сотрудники транспортной полиции уведомление о необходимости самоизоляции на 14 дней будет выдаваться всем гражданам, прибывшим в республику Саха-Якутия, на самоизоляцию в пределах 14 дней. Также зампред рассказала, что в регионе усилили работу по обработке анализов на коронавирусную инфекцию. Это удалось сделать благодаря открывшейся на прошедшей неделе лаборатории на базе спеццентра в Якутске, а также в Нерюнгринском районе. Медики Мирного тоже готовы приступить к работе по выявлению инфекции. Проверять анализы там начнут в понедельник. Таким образом, на территории Якутии будет уже 6 действующих лабораторий, способных проводить анализы на COVID-19. На настоящий момент уже на территории республики являются непосредственно 6 действующих лабораторий. Заканчивается у нас именно 6-я лаборатория в Мирном, и с понедельника она начнет работать. 2 лаборатории работают, как и работали у нас, это вирусологические лаборатории Роспотребнадзора. 2 лаборатории в городе Якутске. Со вчерашнего дня работает лаборатория в Нерюнгри, и с понедельника начинает лаборатория работать в Мирном. Чат-бот, отвечающий на вопросы о коронавирусе, появился во всех мессенджерах. Цифровой портал One Click Якутия расширил работу по информированию и консультированию граждан о COVID-19. Нажав на кнопку «Официально», пользователь может узнать актуальную статистику по количеству заболевших. В разделе «Режим работы» рассказано, как работают больницы, школы, детские сады, объекты торговли и транспорт. В профилактике описывается, как обезопасить себя от заражения, а блок «Поддержка» посвящен мерам помощи пенсионерам, трудящимся и бизнесу. Если ответ на интересующий вопрос в меню найти не удалось, можно задать вопрос боту. Помимо возможности обратной связи, бот также будет информировать подписчиков о самых важных и актуальных новостях республики, связанных с коронавирусом. Подписаться на него можно в Telegram, Viber, ВКонтакте или Facebook. Администрация Якутска планирует возобновить работу общественного транспорта со следующей недели. Об этом рассказал глава Якутии Айсан Николаев в ходе ежедневного брифинга по эпидобстановке на территории Якутии. Он уточнил, что о полном восстановлении движения пока речи не идет. Планируется возобновить рейсы днем раз в час.
С понедельника также мы договорились, и оперативный штаб сейчас принял это решение, поддержал решение, что мэрия города Якутска общественный транспорт уже начнет тоже запускать и в дневное время, но, правда, они будут ходить с большим интервалом, пока мэрия определила, что это будет часовой интервал. Режим самоизоляции введен в Севастополе. Жителям предписано не покидать места проживания за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью, прямой угрозы жизни и здоровью, а также следованию к месту работы или для приобретения товаров первой необходимости. За нарушение режима власти предусмотрели административные штрафы. О том, как соблюдается режим в городе-герое, расскажет наш крымский СОБКОР Денис Тишин. Приморский бульвар – одно из самых оживленных мест Севастополя, где всегда много туристов и жителей города. Но сегодня здесь непривычно пусто, впрочем, как и во многих российских городах. Причина – всеобщая обязательная самоизоляция, нарушение которой грозит серьезными штрафами. Число зараженных коронавирусом в Севастополе не меняется с 27 марта и составляет 5 человек. Однако власти города, по примеру Москвы и ряда других городов, решили ввести жесткие меры, чтобы предотвратить распространение инфекции. На въездах в Севастополь установлены блокпосты, на которых у граждан, пытающихся въехать в город, проверяют документы и измеряют температуру тела. Тех, кто едет с туристической целью, разворачивают обратно. В самом городе через громкоговорители постоянно транслируют информацию с призывами остаться дома. Граждане обязаны не покидать места проживания или пребывания за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью, обращение за экстренной медицинской помощью, следование к месту работы, которое не приостановлено при введении режима повышенной готовности, приобретение продуктов и предметов первой необходимости. С 28 марта в городе закрылись все культурно-досуговые учреждения, а также гостиницы, рестораны, кафе, ночные клубы и развлекательные центры. При этом супермаркеты и рынки Севастополя продолжают свою работу. Ограничено, но не отменено движение общественного транспорта. Меньше стало на улицах города и личного автотранспорта. Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев регулярно выступает перед жителями города через социальные сети и СМИ. Сейчас очень важно каждому соблюдать правила. Но, к сожалению, время уговоров закончилось. Теперь будут применяться строгие меры. Это делается для блага каждого севастопольца. Наступило время, когда общественное нужно поставить выше личного. Однако, несмотря на все призывы к общественности, не все севастопольцы соблюдают режим обязательной самоизоляции. Кто-то вынужден ездить на работу и по делам, другие не желают сидеть дома и хотят подышать свежим воздухом. Пришел прогуляться, дома сидел, что там, пошел, прогулялся, посмотрел. В том, что я начальник управления кадров, и я должна подготовить приказы по всем дежурным службам, обеспечить жизнедеятельность института. Есть бумажечка, я на работу иду к 5 часам. То есть вы по работе, да? Я по работе, да, могу показать. Со дня на день власти Севастополя сформируют пропускной режим для жителей города. Отсутствие пропуска при проверке повлечет за собой штраф от 1 до 30 тысяч рублей. При этом особое внимание будут обращать на граждан, передвигающихся на общественном транспорте. Режим обязательной самоизоляции власти Севастополя продлили как минимум до 13 апреля. Денис Тишин, Севастополь. Продолжаем рассказывать о мерах по недопущению распространения коронавирусной инфекции, принимаемых в районах Якутии. На этот раз о результатах работы местного оперативного штаба нам рассказал глава Чурапчинского района. Сегодня на территории Чурапчинского улуса не зарегистрировано случаи болезни коронавирусной инфекцией. В улусе введен режим повышенной готовности, создан оперативный штаб. Проведено всего 9 заседаний оперативного штаба. Подготовлены 2 обсерватора на 54 коек и в резерве 1 обсерватор на 150 коек. Всего прибывших из зарубежных государств 29 человек. Из них на самоизоляции находятся 2 человека в Чурапчинском районе, 6 человек находятся в городе Якутске, а у остальных вышел срок самоизоляции. Пунктом для лечения больных определена Ожулунская участковая больница на 20 коек. Дежурным детским садом определен детский сад «Улыбка». Ведется плановая работа по организации дистанционной формы обучения. Якутская ГРЭС работает в режиме повышенной готовности. На местах остаются весь персонал и оборудование, чтобы обеспечивать круглосуточную подачу тепла и света. На станции усилены меры по защите здоровья персонала. Как в таких условиях проходит дежурство, узнавал Юрий Осипов.
Энергетики относятся к жизнеобеспечивающим службам, а потому, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, они продолжают выполнять свою работу в штатном режиме, чтобы у жителей Якутска всегда были тепло и свет. В полном объеме обеспечиваем оперативное обслуживание энергоустановок в смене. У нас определены ремонтные бригады на случай выполнения каких-то аварийных ремонтов. Каждая смена работает по 12 часов. Работники регулярно проходят специальную подготовку, противоаварийные и противопожарные тренировки и всегда готовы к любой ситуации. Мои задачи входят это обеспечение безопасного экономичного тепломеханического оборудования. Мы работаем для якутян. Заступили сегодня в 8 часов утра, до 8 часов вечера работаем. Вход на территорию электростанции строго ограничен. Там могут находиться только сотрудники, заступающие на смену. Это делается для минимизации рисков заражения. Даже при передаче смены процесс организован таким образом, что сотрудники практически не контактируют между собой. На станции усилены меры по защите здоровья персонала. Ежедневно медик при входе измеряет температуру тела каждого входящего на территорию станции. И 3 раза в течение рабочего дня. Это позволяет держать ситуацию под контролем. В целях безопасности и профилактики вирусных заболеваний на станции постоянно проводятся беседы с персоналом, постоянно обработка идет санитарная. Помещений, рабочих мест, обработка автобуса, доставляющего персонал на работу. Выданы всему персоналу маски. Электростанция работает в режиме повышенной готовности, но фактически для них ничего не изменилось. От работников ГРЭС по-прежнему зависит своевременное получение тепла и света. Юрий Осипов, Григорий Николаев, Якутск. Разговор с главой Якутии смотрите сегодня на телеканале НВК «Саха». Айсан Николаев затронет волнующие якутян темы: защиту от коронавирусной инфекции, назначение нового председателя правительства региона, весеннюю охоту и многое другое. Разговор с главой сегодня в 20:45 на телеканале НВК «Саха». Также экс-председатель правительства Якутии Владимир Солодов дал интервью нашему телеканалу. Напомню, что он назначен временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края. Владимир Солодов рассказал о том, что удалось сделать в Якутии, чем ему запомнится наш регион и какая работа предстоит в ближайшее время. Интервью с Владимиром Солодовым смотрите на телеканале Якутия-24 сегодня в 19 часов, в 19:15 на телеканале НВК «Саха». Вот нам, якутянам, всегда очень интересно и приятно слышать о своем регионе. И, наверное, такой общий вопрос: что вам дала Якутия? Очень много. Самое главное, что Якутия для меня стала родным регионом, и я уверен, что это чувство я пронесу через всю жизнь. Я и до этого замечал, что якутяне, даже если они переезжают в другое место для жизни и работы, всегда с особой теплотой и с особой душевностью вспоминают о Якутии. Я тоже, безусловно, буду это чувство сохранять. Уверен, что буду часто приезжать в нее. Вот это, наверное, главное ощущение теплоты, которое я в своем сердце сохраню. Если говорить про профессиональные вещи, конечно, я очень многому научился у руководителя, у лидера нашей республики Айсена Сергеевича Николаева. Считаю его одним из самых сильных, стратегически мыслящих и опережающих в свое время руководителей. И для меня, когда я принимал решение перейти на работу в Якутию, первоочередным таким главным критерием было то, что я буду работать с сильным руководителем. И я уверен, что мы продолжим работать вместе в одной команде до развития Дальнего Востока, и Камчатский край станет чуточку ближе к республике Саха-Якутия. На этом пока вся информация. До встречи в эфире.